Как известно, преобладающая часть мужчин Якутии – это прирожденные охотники. И охота для них – это больше, чем просто увлечение. В связи с этим в 2012 году был установлен региональный профессиональный праздник – День охотника, который с тех пор ежегодно отмечается в первую субботу апреля. Кроме этого, в эти дни отмечает свой уже 10-летний юбилей известная передача «Охота и рыбалка в Якутии». Сегодня у нас в студии ее автор и ведущий Александр Борисов. Доброе утро. Доброе утро, Александр Ильич. Доброе утро. Поздравляем вас с юбилеем. Скажите, сколько передач за это время вышло? Ну, надо сказать, что мы практически потеряли счет, но примерно ведем. Количество где-то, наверное, перевалило уже за 250 передач. Вот такое количество мы выдали за эти годы в эфир. За это время где вообще можно посмотреть? И так, когда показывали, и сейчас где можно посмотреть этот проект? Сегодня, конечно, на канале НВК «Саха» постоянно идут передачи. На федеральном канале «Охота и рыбалка» там идет один из наших циклов. И в семействе федеральных каналов «Дикий» там идет тоже наш цикл передач. Где-то примерно эти передачи охватывают 200-220 стран мира. Вот, это покрывается сигнал, то есть есть возможность посмотреть нашу передачу через телевизионный эфир где-то более чем в 200 странах мира. Но вы осваиваете не только телевизионный эфир, вы еще и открыли YouTube-канал, где Да, ведете. конечно, мы не должны оставаться в стороне. YouTube – это один из таких действенных каналов, для того, чтобы продвигать свой продукт, территорию и так далее. Конечно, мы уже начали работать, и если в прошлом году летом у нас было там 23 тысячи подписчиков, то на сегодняшний день у нас уже 66 тысяч подписчиков. И мы надеемся, что к концу этого года мы получим серебряную кнопку Ютуба. Да. А сколько просмотров? Где-то 20 миллионов просмотров наших фильмов. Да. У нас есть фильмы, просмотр которых зашкаливает уже за 1,5 миллиона, за 1 200-300, вот так. Но вы же еще и диски выпускаете. Диски, да, мы выпускали. Сегодня выпуск продукта на носителях уже не оправдывает себя, да. Можно все это посмотреть и бесплатно, и в любом месте, поэтому сегодня, конечно, мы этим не занимаемся. Телепроект, мы знаем, телепроект «Охота и рыбалка в Якутии» получил неоднократное количество наград, да? Какая из них самая для вас важная? Самая важная награда – это благодарность зрителя, да, потому что мы все эти годы честно работали для зрителя, для наших подписчиков, и, конечно, то, что они пишут нам на нашем канале в Ютубе, это, конечно, самая большая благодарность за нашу работу. Но если считать официальное, то буквально на днях мы выиграли одну номинацию всероссийского конкурса, который проводил Росохотрыболовсоюз. И мы выиграли одну номинацию, это по экологии, воспитанию подрастающего поколения, защите природы. Это, конечно, нам очень дорого. А сколько человек работает над программой? Над программой официально работают, наверное, конкретно над программой 3-4 человека всегда, да. Есть продюсер, который занимается уже всеми организационными работами, и я, как автор. 4-5 человек всегда работают. Что за фестиваль «Полевая кухня»? У нас есть несколько проектов, которые мы продвигали все эти годы. Фестиваль «Полевая кухня», он вырос из такого конкурса, который мы проводили в ТЦТР в рамках одного предприятия. Сейчас он выходит на республиканский уровень. И в прошлом году он был в селе Намце. В этом году то ли горный, то ли хангаласский мы сейчас решаем. Это уже соревнуются в таком
мастерстве изготовления блюд прямо на природе. Да? Это команды, предприятия и так далее со всей республики могут принимать участие. Очень Получается- вкусный конкурс. Да. Получается, фестиваль родился в недрах программы, да, Да, «Охота и рыбалка» он в Якутии. родился, да. Ну, 5 апреля наверняка у вас будет какое-то торжество, да, и вы хотите пригласить. Да, мы хотим пригласить 5 апреля. 10 лет, конечно, это достаточно большой срок для телевизионного проекта. И мы приглашаем всех друзей, всех тех, кто нам помогает, и наших поклонников в Государственный цирк. Там начинаются мероприятия в 3 часа, это выставка и так далее. В 5 часов официальная часть. И в 19:00 уже будет у нас праздничные мероприятия. Спасибо большое, Александр Ильич, за то, что подошли к нам в Спасибо. студию. Хочется в вашей программе пожелать новых творческих побед и удачи.